Масштабную реставрацию ВДНХ в главном выставочном центре России СМИ уже нарекли не иначе, как «Вторая жизнь». И правда, эту комплексную реконструкцию и восстановление всех 37 исторических павильонов, уникального архитектурно-фонтанного комплекса, строительство гастрономического комплекса с фермерским рынком, конно-спортивного манежа и 15 современных ансамблей, открытием 11 новых музеев назвать иначе нельзя. Впервые за многие десятилетия на ВДНХ осуществляют грандиозную во всех смыслах задумку. Капитальный ремонт идет и в павильоне «Абхазия». Крупномасштабные реставрационные работы проводятся под девизом «Сегодня стройка, а завтра история». Всем павильонам будет возвращен первозданный вид. К примеру, капители центрального станут, как в 54-м, золотыми. На фасаде реставраторы по сантиметру перекладывают уникальную мозаику главного геральдического украшения здания. А павильон земледелия, который в последние 20 лет медленно разрушался, теперь засияет в новом блеске. По завершении всех работ ВДНХ превратится в грандиозный, самый современный в России музейный образовательный центр. Один из 6 павильонов в главном ансамбле фонтана дружбы народов в центре ВДНХ – павильон «Абхазия». Сейчас в нем проводятся масштабные реставрационные работы. Естественно, все эти работы, все эти планы, они стали реальностью благодаря тем, не побоюсь этого слова, беспрецедентным договоренностям с правительством Москвы, которые мы достигли, а именно павильон ремонтируется и реставрируется за счет финансовых средств правительства Москвы. Абхазская сторона будет его компенсировать в течение 47 лет. Хочу заметить, что ни единого процента на это начислено не будет. Думаю, что более выгодных и более мягких для нас условий добиться было бы практически невозможно. Павильон «Абхазия» раньше был известен под названием «Химия». И мало кто помнит, что изначально у здания было другое название. Тогда, в далеком 50-м году, среди голубых елей и лип, по проекту известных литовских архитекторов здесь возвели павильон Литовской ССР. Архитектура представляла собой сочетание сталинских и национальных литовских традиций. В отделке интерьеров использовались традиционные декоративные материалы – мореный дуб, керамика, янтарь, цветное стекло. Идем по графику, да. Значит, сейчас делается фасад, реставрационная работа, кровля. Значит, когда выйдем наружу, может быть, удастся снять, делается временная кровля, для того, чтобы независимо от осадков, независимо от зимы, здесь могли бы скрывать фальцы, чтобы ничего не намокло. То есть все работы грамотно предусматриваются и делаются на достаточно высоком техническом уровне. На заднем фасаде у нас есть фонтан, да, который тоже давным-давно не функционировал, и мы обнаружили о том, что он подключен был к воде, что там есть канализация, что действующий. Поэтому сейчас уже готовится рабочая документация для того, чтобы его запустить, и он бы работал. Попасть сюда сейчас, во время работ по соображениям безопасности, задача сложная. Везде слышен звук специальной техники. Специалисты, реставраторы работают крайне бережно, ведь под слоями штукатурки и краски, которыми были покрыты стены здания, исторический объект. И весьма интересный. Вот, например, эскизы рисунка витражей, которые украшали оконные проемы. А в этих ящиках расположатся светильники с потолка главной комнаты. Специалисты очень аккуратно складывают их, номеруют и отправляют на реставрацию. Межкомнатные двери также упакованы, но в отличие от ламп, их приводить в первозданный вид будут здесь, на месте. Как и у каждого павильона ВДНХ, у этого тоже была своя изюминка, элемент которого не было нигде больше. Это барельефы, представляющие огромную художественную и историческую ценность. Многие годы они считались утраченными. Реставраторам была поставлена цель – создать новое. Каково же было удивление мастеров, когда при демонтаже кирпичной кладки обнаружились оба барельефа практически в целости и сохранности. Как оказалось, в 1969 году изображения спрятали за глухую кирпичную стену, чтобы сохранить. Начиная с декабря 2016 года по апрель 2017 года Фонд Международный культурный деловой центр Республики Абхазия подготовил проект реставрации, который согласован был с Департаментом культурного наследия, согласован с инстанциями ВДНХ. И этим проектом реставрации у нас предусмотрено воссоздание барельефов, герба над главным входом и воссоздание над боковым портиком вот такой скульптурной композиции.
Значит, реставрационным открытием оказалось появление вот этих барельефов после того, как наш подрядчик снял, значит, первые вот эти кирпичные слои, да, и оказалось, что там вот эта скульптура существует. Также предусмотрено то, что мы видели, это воссоздание цветных витражей, да, это будет, я говорю, такая изюминка на всей выставке, потому что это настолько будет красиво, настолько внутрь будет литься вот этот цветной свет, то есть это для гостей из Абхазии, которые будут посещать павильон, я говорю, это будет настоящее чудо. Помимо возвращения исторического облика зданиям, ВДНХ проводит еще одну поистине масштабную работу по замене и ремонту инженерных коммуникаций. Их не ремонтировали более 60 лет. За эти годы они крайне износились и требовали постоянного ремонта. Только в прошлом году аварийные бригады ликвидировали более 300 аварий. Вот и сейчас недалеко от нашего павильона видно, как завершаются ремонтные работы более 130 километров коммуникаций. 23 километра из них были убраны под землю в рамках программы «Чистое небо». Несмотря на масштаб преобразований, выставка остается открытой для посетителей. На ВДНХ регулярно проходят массовые культурно-развлекательные мероприятия, а все ремонтные работы ведутся под тщательным контролем историков и экспертов. Увиденным я, конечно же, остался доволен. Трудно переоценить значение этого объекта, этой площадки для нашей республики. В прошлом году, когда я посещал этот павильон, вы помните, в каком состоянии он был. Тем не менее, наш культурно-деловой центр и в тех условиях умудрялся достойно реализовывать различные проекты. В тех условиях сегодня мы видим, что идет очень активно капитальный ремонт, будут улучшены условия и внутри этого здания, будут другие совершенно условия по павильону. И как сегодня сказал, что после этих работ, конечно же, мы более качественно, более привлекательно будем представлять все проекты, которые будут раскрывать нашу республику. Мы заинтересованы в сохранении этого объекта и дорожим тем, что в таком знаковом месте Республики Абхазия отведена такая площадка. Работы в абхазском павильоне планируется завершить к весне 2018-го. Реставраторы убеждают, что им удастся вдохнуть новую жизнь в здание. За основу возьмут исторические эскизы из архивов, приведут в порядок барельефы. Для современного использования здание изнутри будет наполнено высокотехнологичным оборудованием. В рамках рабочего визита в Москву наш павильон посетили депутаты парламента. Руководители МКДЦ ознакомили парламентариев с ходом ремонтно-реставрационных работ и проинформировали об уникальных условиях и договоренностях с правительством Москвы, благодаря которым стало возможно осуществить столь масштабный и амбициозный проект. Конечно, важно, чем мы насытим это пространство. Оно будет насыщено следующим. Здесь будут мероприятия проводиться как диаспорального характера, конгрессные мероприятия. Здесь будут, несомненно, мероприятия, которые будут связаны с нашими официальными какими-то делегациями, приездом, различными конференциями, круглыми столами и так далее. То есть та деятельность, которая сегодня уже ведется по разным направлениям, разными ведомствами абхазскими. Конечно, здесь будут обязательно проводиться мероприятия культурного характера. Слава богу, наша земля богата талантами, и мы еще до того, как павильон стал на реконструкцию и на реставрацию, проводили здесь достаточно значимые мероприятия. О них знают и жители Москвы, и наши соотечественники. Конечно, мы с удвоенной энергией будем работать в этом направлении после того, когда павильон и наш выставочный центр, культурно-выставочный центр заработает в полную силу. Пользуясь случаем, конечно, хочу поблагодарить правительство Москвы, руководство ВДНХ за ту конструктивную позицию, которую они избрали. Я думаю, что ориентировочно через год мы все получим здесь настоящий современный, мультифункциональный, выставочный, информационный, культурный и торговый центр. Территорию ВДНХ планируют разбить на 7 тематических зон. Реставраторы обещают вернуть исторический облик всех павильонов. Полностью новый старый вид зданий ВДНХ для посетителей откроют к 2018 году. По расчетам экспертов, после завершения реставрации и благоустройства выставки, ее посещаемость возрастет с 25 до 40 миллионов человек в год. А это значит, что у каждого посетителя главного в России выставочного центра будет возможность соприкоснуться с древней историей и культурой Абхазии. Нисфа Аршба, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение.